Мы продолжаем выпуск новостями валютного рынка. Курс доллара, установленный Центробанком, составил 73,88, евро 82,30. Что касается обмена валюты в Якутске, то выгодный курс для покупки американской и европейской валюты в Восточном банке 74,65 и 82,8. Продажа доллара и евро выгоднее всего все в том же Восточном банке 75,45 и 82,90. В эти минуты состоялся брифинг главы республики Айсена Николаева. На прямой связи с нами находится наш корреспондент Ульяна Шагина. Уля, что известно к этому часу? Ждем подробностей. Добрый день. Действительно, только что завершилась пресс-конференция главы республики Айсена Сергеевича Николаева. И глава республики действительно подтвердил, что у подозреваемого якутские службы, я подчеркну, выявили коронавирус. Сейчас его результаты, конечно же, его лабораторные результаты отправлены в Новосибирск, чтобы подтвердить, и точные данные будут известны в течение сегодняшнего дня. Давайте послушаем, что сказал глава по этому поводу. Требования, опять же, вот как раз, которые сейчас внедрены по коронавирусу. Вот если сегодня анализ отрицательный, человек должен находиться все равно в изоляции, и потом через 10 дней повторный анализ только может сказать, что человек не заражен и абсолютно здоров. Вот, поэтому говорить о том, что эти люди здоровы или больны, мы сможем окончательно только через 10 дней, пока они здоровы. Так, анализы отрицательные. Также хотел бы сказать, что вот в соцсетях мне тоже пишут, каким же рейсом они прилетели и так далее. На сегодняшний момент Роспотребнадзором ведется работа с пассажирами, которые прилетели бизнес-классом 11 марта сюда, в Якутск, рейсом Аэрофлота из Москвы, которым прилетел данный руководитель ЯТЭКа. Лица известны, так сейчас уже устанавливаются их контакты. Если они сейчас это видят, я просил бы их тоже обратиться в управление Роспотребнадзора, в первую очередь для их собственной безопасности и безопасности их близких. И так как под подозрением находится супруга, которая тоже сдала анализы, но они у нее сейчас, еще раз хочу сказать, отрицательные. Все-таки будет проводиться дополнительная проверка по лицам, которые летели в бизнес-классе S7. Их там 2 человека, в принципе, поэтому вопросов там серьезных никаких нет. Напомню еще раз, что глава также обратился и к гражданам Якутии, которые последние 2 недели приехали из стран неблагополучных по коронавирусу, чтобы они в обязательном порядке самоизолировались. К таким странам, напомню, относятся Италия, Испания, Франция, Германия и, конечно же, Китай. Напомню, что в Якутске работает также горячая линия по номеру 8 800 114 03. Это горячая линия, напомню, и по линии Минздрава, и по линии Роспотребнадзора. Те, кто подозревает у себя коронавирус, у кого горячая высокая температура или кашель, в обязательном порядке нужно обращаться, звонить по этому номеру и оставлять свои контактные данные, чтобы далее с ними уже начали отрабатывать медики. И, конечно же, глава напомнил, что если вы все-таки подозреваете у себя что-то, не обязательно идти в поликлинике, занимать там длинные очереди, а достаточно просто позвонить по этому номеру, чтобы далее, еще раз напомню, с вами отработали медики. И, конечно же, больничные листы также должны выдаваться удаленно. Я напомню, что со вчерашнего дня по указу главы на удаленную работу также перешли и школы, средние учебные заведения, а также высшие учебные заведения. А также глава напомнил, что работодатели также могут перевести на удаленную работу и своих работников, при этом заработная оплата будет сохранена. Также Айсен Сергеевич напомнил, что вчерашний указ, который глава подписал, действует не только на город Якутск, но и на всю республику. А это значит, что в обязательном порядке все пункты указа должны быть исполнены. И мероприятия не должны проводиться даже в удаленных улусах республики. У меня на этот момент такая вот информация. Передаю слово вам, коллеги. Да, Ульяна, главное не паниковать и быть внимательнее к состоянию своего здоровья. Я напомню, это была наш корреспондент Ульяна Шагина.
Ну а в региональном указе о введении режима повышенной готовности, который подписал глава Якутии С.Н. Николаев, профильным министерствам и ведомствам поручено организовать своевременный завоз социально значимых продовольственных товаров, в том числе предоставление бюджетного кредита, государственных гарантий и плановых субсидий предприятиям, осуществляющим завоз. Обеспечить двухмесячный запас продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости. Также в ближайшее время в штабе внесут предложение по продлению сроков окончания школьных каникул. Фонд развития малого предпринимательства окажет дополнительные меры поддержки субъектам малого бизнеса. Указ регламентирует и обеспечение защиты сотрудников на предприятиях. За это отвечают их руководители. Необходимо проводить регулярные замеры температуры сотрудников, обеспечить изоляцию в случае подозрения на заболевание, воздержаться и от направления работников в командировки как за рубеж, так и в другие регионы России. Согласно этому указу, обеспеченность должна составлять не менее 2 месяцев на складах и полках магазинов. С нашей стороны предприниматели, они как и заблаговременно, как и ежегодно перед началом распутицы все равно завозили и завозят товары, но при этом при наблюдении потребностей и ажиотажа со стороны покупателей был ажиотаж, но он все равно будет преодолен, так как на складах и в пути продовольственные продукты и товары первой необходимости, они уже едут, и на полках и для населения будет обеспеченность 100%. Ну, что касается продажи социально значимых товаров, по которым ведется и приняты предельные наценки товаров, по ним те предприниматели, которые допускают превышение цен, используя данную ситуацию, будут приняты меры в соответствии с Российским кодексом административных правонарушений. И если население это замечает, то смело может обращаться в органы местного самоуправления, при которых есть административные комиссии, и данные случаи будут фиксироваться, и будет проведена работа с данными продавцами и предпринимателями данных товаров. Жители Якутии просят критично относиться к непроверенным сообщениям и доверять только официальным источникам информации. МВД по республике напоминает, что за распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной информации предусмотрена административная ответственность и штраф до 100 тысяч рублей. Переходим к другим темам. Минтруд России назвал профессии, которые женщины с детьми до 7 лет могут освоить за госсчет. С этого года в рамках нацпроекта «Демография» стартует программа по переобучению и повышению квалификации. Подробную информацию моей коллеги Нургуяны Ивановой. Нургуяна, здравствуй. Скажи, речь идет о каких-то определенных профессиях? Юлия, я тебя приветствую. Да, каждый регион самостоятельно организует переобучение и повышение квалификации по востребованным на рынке труда профессиям. Этот перечень достаточно широк. Это такие направления, как информационная безопасность, флорист, бухгалтер, менеджер по персоналу и проектирование и дизайн пользовательских интерфейсов. В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Компании в сферах туризма и авиаперевозок из-за ситуации с коронавирусом получат отсрочку в выплате налогов. Эта мера впоследствии может быть расширена и на другие отрасли. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что ситуация с COVID-19 коснулась прежде всего сфер туризма и авиаперевозок. Тем временем Росавиация прорабатывает сразу несколько мер поддержки авиакомпаний на фоне приостановки значительной части международных рейсов из-за коронавируса. Среди них возможная договоренность с лизингодателями о снижении ставок, обнулении НДС на рейсах в обход Москвы, а также прямая финансовая помощь. Об этом сообщил журналистам первый заместитель министра транспорта России, руководитель Росавиации Александр Нерадько. Он также добавил, что оценка финансово-экономического состояния российских авиакомпаний показала, что крупных перевозчиков в зоне риска нет. В зоне риска остается только авиакомпания «ЮТР». В Якутии не наблюдается дефицита продуктов питания. Минпред Якутии проанализировал ситуацию на рынке. В 25 районах республики представителями центров «Мой бизнес» организованы выезды на оптовые базы и розничные магазины. Цены сохраняют стабильность. В Якутске сотрудники Минпреда осуществили выезды в оптовые базы и крупные торговые объекты. Так, временная нехватка наблюдается по непродовольственной группе товаров. Это санитарно-гигиенические маски, антисептики для рук. Как сообщили в министерстве,
ведомство продолжает работу по сбору информации по запасам продовольственных и непродовольственных товаров. В целом ситуация на потребительском рынке региона устойчивая. Также не отмечено резких скачков цен. Власти намерены благоустроить в этом году парк в городе Нюрба и набережную в городе Покровске. Оба проекта являются победителями прошлого года всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Также в плане текущего года благоустройство территории парка СОШ номер 2 в Нерюнгре, завершение набережной озера Талая, сквер Ямщиков и сквер к 250-летию землеустройства Якутии. Все три последних объекта находятся в Якутске. Что касается средств, выделенных в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в этом году, то их направят на благоустройство 9 общественных пространств и 46 дворовых территорий. Финансирование составляет около 200 миллионов рублей. Дворовых территорий более 147 миллионов рублей. Отметим, что нацпроект «Жилье и городская среда» состоит из 4 федеральных проектов. Это жилье, обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, ипотека и формирование комфортной городской среды. Проект рассчитан до 2024 года. Общий объем финансирования из всех источников более 1 триллиона рублей. Предварительные итоги проекта «Эффективный регион» подвели в Якутии. Так, устаревшее оборудование убойного цеха якутской птицефабрики планируется модернизировать. Поручение по изысканию средств на эти цели дал глава республики Айсен Николаев. ЛОРП определили масштабный проект по ремонту судна СК-2030. В водоканале поставили планы по оптимизации процесса заключения договоров с организациями, сбора платежей с населения, внедрению автоматизированной программы. Отметим, что проект запущен в регионе госкорпорации «Росатом». Ее специалисты помогают якутским властям в применении методов производственной системы на предприятиях. Их конечная цель – повышение производительности труда, внедрение бережливых технологий и совершенствование рабочих процессов. Напомним, что в ноябре прошлого года Якутия стала 25-м регионом страны, присоединившимся к проекту. Для участия в проекте тогда отобрали несколько предприятий и ведомств. Это Минкультуры, Миноборнауки, Минспорта, компании «Водоканал», Ленское объединенное речное пароходство, Теплоэнергосервис и Якутская птицефабрика. Авиакомпания «Полярные авиалинии» предоставит бесплатные авиабилеты для детей от 2 до 12 лет из Якутска до Оленька и обратно. Спецтариф действует до конца 2020 года. Бесплатные билеты можно приобрести только в кассах авиакомпании. Рейс из Якутска в Оленек и обратно выполняется до 28 марта по четвергам, а потом будет выполняться по пятницам. Дети не принимаются к перевозке на рейсы авиакомпании без сопровождения взрослых. Отмечается, что решение о выделении из местного бюджета субсидии на возмещение расходов для данной категории пассажиров принято властями Оленёкского района Якутии. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24. Юлия, я тебе передаю слово. Спасибо, Нургуяна. Осадки в виде снега с повышением температуры ожидаются в ближайшие дни на участках автодороги Лена. Для обеспечения бесперебойного движения на трассе организовано круглосуточное дежурство подрядных организаций. Водителям рекомендуется быть предельно внимательными во время движения и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Власти Франции ограничивают передвижение граждан внутри страны. Пятая республика стала одним из европейских государств, наиболее сильно пострадавших от коронавируса, и меры, на которые идет правительство, беспрецедентные, рассказывает Никита Конев. Эммануэль Макрон в понедельник ввел ограничения на передвижение людей внутри Франции. Теперь жителям Пятой Республики разрешено выходить из дома только по необходимости, за продуктами или медикаментами, или на работу, если вариант удаленки совсем невозможен. Власти страны уже закрыли рестораны и бары, школы и университеты и многие другие заведения и учреждения. Беспрецедентные меры необходимы, уверен Макрон. По мнению президента, ситуацию можно сравнить с боевыми действиями. Я понимаю, что усилия, о которых я вас прошу, в новинку, но обстоятельства требуют от нас действовать. Мы на войне за здоровье. Мы сражаемся не с другой армией или нацией. Наш враг здесь, невидим, неосязаем. Он развивается, и это требует всеобщей мобилизации.
Власти также решили перенести второй тур муниципальных выборов, а правительство приостановит программу реформ, в том числе пенсионных, которые вызвали многочисленные протесты в прошлом году. Опасность COVID-19 для пожилых людей. Многие бабушки и дедушки по всему миру вынуждены брать на себя заботу о внуках ввиду закрытия школ из-за пандемии. Подробности у Елены Островской. Закрытие школ – одна из первых мер, которые принимают власти разных стран для предупреждения распространения коронавируса. В округе Майами-Дейд в американском штате Флорида не работают около 520 учебных заведений. Сотни тысяч детей остаются дома. Родители, которым по-прежнему приходится ходить в офис, обращаются за помощью к старшему поколению. Взрослые дети Марии Равелла, как и многие другие, не могут оставить работу. В результате на попечении 68-летней женщины ежедневно находятся 4 внуков. Дочь живет с нами, у нее 2 детей. Родители еще 2 внуков привезли их ко мне, поскольку не могут пропускать работу из-за закрытия школ. В том, что занятия отменены, есть смысл, конечно, ввиду проблемы с коронавирусом. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, пожилые люди находятся в основной группе риска в связи с пандемией COVID-19. В то время как дети зачастую либо болеют в легкой форме, либо являются лишь переносчиками вируса. Марию Равелла это обстоятельство тоже тревожит. Да, я боюсь, потому что вирус очень опасен для пожилых, а дети могут его переносить. Но надо принимать меры предосторожности и молиться Богу, чтобы пережить все это. Вот главное, пожалуй. В некоторых странах полностью закрыты все школы и университеты. В других государствах, включая Россию, решения о приостановлении занятий принимаются регионально. По данным ЮНЕСКО, к понедельнику по всему миру около 1,5 миллиарда учащихся оказались лишены возможности получать знания в привычной форме. Городские власти Валенсии из-за коронавируса перенесли традиционный праздник огня, кульминация которого – сожжение огромных фигур. Шоу привлекает множество местных жителей и туристов. Одну фигуру все же сожгли на безлюдной площади, рассказывает Сергей Берец. Из-за эпидемии COVID-19 региональное правительство Валенсии по рекомендации Министерства здравоохранения перенесло на июль праздник огня «Фальяс». Он проходит ежегодно в середине марта и собирает множество местных жителей и зарубежных гостей. Главное событие фестиваля – сожжение гигантских фигур из папье-маше. Мастера создают их в течение нескольких месяцев, они же и поджигают свои произведения. Власти города решили все же устроить символическую кремацию без предупреждения. Пожарные сожгли только нижнюю часть изваяния, верхнюю оставили до лета. За сутки в Испании установлены еще 2000 случаев заражения коронавирусом и 150 летальных исходов. Число инфицированных превысило 11 тысяч. По состоянию на вторник умерло около 500 человек, выздоровели больше 1000. Universal Pictures на фоне убытков, которые терпит киноиндустрия из-за коронавируса, объявила, что будет выпускать фильмы на всех платформах одновременно с премьерой в кинотеатрах. Подробности далее. Киноиндустрия понесла серьезный ущерб из-за пандемии коронавируса. Ежедневно студии терпят колоссальные убытки. Производство голливудских фильмов приостановлено, кинотеатры закрываются, а правительство государств вводят все новые меры, запрещающие массовые мероприятия. На этом фоне киностудия Universal Pictures объявила, что свои фильмы она будет выпускать онлайн день в день с премьерами в кинотеатрах. Обычно между офлайн-выходом и релизом на других платформах проходят 90 дней. Так что уже 10 апреля, не выходя из дома, можно будет увидеть мультфильм «Тролли. Мировой тур». В минувшие выходные североамериканский прокат показал худшие цифры за последние 2 десятилетия. Причиной стал и страх зрителей заразиться, и решение многих кинотеатров продавать меньше билетов, чтобы посетители могли сидеть подальше друг от друга.
Возвращаемся к событиям региональным. В Якутске полицейские установили мошенника, укравшего 100 тысяч рублей. Потерпевшая рассказала, что занимается займами под проценты, которые предоставляет под залог автомобиля и иного имущества. К ней обратился мужчина. Стороны договорились, что заемщик в качестве залога предоставит ей паспорт транспортного средства. На встречу заемщиком отправился муж потерпевший. Согласно договору, заимодатель забрал ПТС, а заемщик получил деньги. Продолжит мой коллега Юрий Осипов. Юра, здравствуй. Я пока не заметила подвоха. Что же произошло дальше? Да, Юля, здравствуй. Когда пришло время возвращать деньги, заемщик пропал. Потерпевшая не смогла воспользоваться оставленной ПТС-кой. Оказалось, что злоумышленник не вписал туда свое имя, когда покупал машину. Он решил этим воспользоваться и обмануть кредитора. Сейчас его личность установлена. Им оказался 56-летний мужчина. В его отношении возбудили уголовное дело. Здравствуйте, в эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. В Оленёкском районе мужчину, обвиняемого в убийстве отца, направили в психиатрический стационар специализированного типа. По сообщению прокуратуры Якутии 31 декабря прошлого года во время совместного застолья со своими родственниками пьяный осужденный вступил в конфликт со своим отцом, в ходе которого повалил его на пол и не менее 14 раз ударил ножом. От полученных ран потерпевший скончался на месте происшествия. Согласно заключению комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы, у мужчины есть признаки психического расстройства. По результатам рассмотрения уголовного дела судом с учетом мнения прокурора постановлено применить к нему принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения. В Якутске полицейские по горячим следам раскрыли угон машины и кражу из гаража. В полицию обратилась 63-летняя женщина. Она рассказала, что ночью неизвестный угнал ее машину и украл личное имущество общей стоимостью более 80 тысяч рублей. Полицейские установили ранее судимого за кражу 35-летнего мужчину. Подозреваемый рассказал, что проходил мимо частного гаража и решил украсть что-нибудь ценное. Взломав замок, он проник внутрь гаража, в котором находился автомобиль. Двери машины были не заперты, а ключ находился в замке зажигания. Подозреваемый также украл из гаража норковую шубу, набор ключей, 2 лобовых стекла и музыкальный центр. Похищенный он погрузил в машину и уехал. По словам подозреваемого, похищенное он хотел продать, но не успел. В Якутске возбудили уголовные дела в отношении владельцев резиновых квартир. На основании материалов проверки участковых возбуждены уголовные дела по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в России» в отношении 41-летней владельца квартиры и 38-летнего владельца частного дома. По сообщению МВД, подозреваемые заведомо знали, что иностранные граждане не будут проживать по заявленным адресам. За вознаграждение они оформили им фиктивную постановку на учет. Женщина подтвердила пребывание 17 иностранных граждан, а мужчина 50. В Алданском районе должностное лицо, виновное в незаконном привлечении к трудовой деятельности бывшего гражданского служащего, привлечено к ответственности. Об этом сообщает прокуратура республики. В одно из образовательных учреждений района принят на работу сотрудник, ранее замещавший должность государственной гражданской службы. По сообщению прокуратуры, это противоречит федеральному закону о противодействии коррупции. Учреждение не сообщило в установленный законом срок бывшему работодателю о приеме его на работу. Прокуратура района возбудила в отношении руководителя учреждения дело об административном правонарушении. Суд рассмотрел и согласился с позицией прокурора, признав должностное лицо виновным и назначил наказание в виде штрафа в сумме 20 тысяч рублей. В Нюрбинском районе прокуратура инициировала вопрос об ответственности лиц, виновных в ненадлежащем принятии мер по вывозу жидких бытовых отходов. Так, прокуратура провела проверку по обращению жителей города Нюрба о бездействии по сбору и вывозу жидких бытовых отходов. Установлено, что компания «Кристалл» не обеспечивала предоставление жильцам надлежащих услуг по обслуживанию многоквартирных жилых домов. В результате непринятия мер по откачке канализационных сборников на прилегающие к многоквартирным домам территории в течение длительного периода времени происходила утечка хозяйственно-фекальных вод. Прокурор района возбудил в отношении директора и юридического лица дела об административных правонарушениях. По результатам их рассмотрения постановлениями Нюрбинского комитета государственного экологического надзора руководитель организации привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, юридическое лицо оштрафовано на 250 тысяч рублей. Кроме того, в целях устранения нарушений прокуратура района внесла в адрес руководителя управляющей компании представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры к устранению выявленных нарушений.
В Якутске местного жителя оштрафовали на 200 тысяч рублей за повторное пьяное вождение. Об этом сообщает прокуратура региона. Установлено, что мужчина, имея судимость, в июле прошлого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем и совершил поездку от 10 километров. Его действия были пресечены сотрудниками правопорядка, которые в ходе патрулирования заметили неровное движение машины. При проведении освидетельствования с помощью алкотестера установлена концентрация абсолютного этилового спирта 1,65 мг на литр. По решению суда мужчину оштрафовали и лишили прав на 2,5 года. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире. Юлия, к этому часу у меня вся информация. Увидимся в следующих выпусках. Спасибо, Юра. Дисциплину, владение оружием, знание истории Родины оценивало жюри районного смотра патриотических отрядов в Ленске. В конкурсе участвовали только 3 команды, но в военно-патриотическом деле они лучшие. Кто в этом году стал победителем, расскажет Олеся Васева. Сегодня после уроков придется задержаться. Девятиклассник Саша Кучеров торопится на тренировку. Он обычный подросток до входа в эту раздевалку. 5 минут спустя из нее выходит уже юноармеец Кучеров. Таких, как он, в школе номер 2 200 человек. Военно-патриотическое отделение здесь – это спортивная команда «Беркут», патриотический клуб «Сокол» и огромный юноармейский отряд имени ветерана Великой Отечественной войны из Ленского района Василия Кошмелева. План расписан на целый год. Весной соревнования «Снежный барс», летом военно-спортивный лагерь «Форпост» и многодневные краеведческие экспедиции «Сплавы». Все с практической пользой. Магазин разбирать, разборка-сборка автоматов, ну и какие-то другие спортивные навыки. Мне кажется, что благодаря такому занятию мы развиваем свой патриотизм и мы находим новых друзей в таких клубах. Актив движения в эти дни тренируется ежедневно. В разгаре подготовка к смотру патриотических объединений. В программе показательное выступление с оружием. Его оттачивают до совершенства. Лучшее патриотическое объединение выбирают 3-й год. Этапы конкурса проверяют знания военной истории России, дисциплины маршировки, умение владеть оружием и приемами рукопашного боя. Так воспитывают патриотизм со школьной скамьи. За сценой, несмотря на выправку, волнение. На адреналине, конечно, выходим. Выступили хорошо, эмоции позитивные. Надеемся на победу. Но не в этот раз. Первое место жюри присудило отряду «Виктория» из школы номер 1. «Беркуты» из 2-й школы остались 2-ми. Команда «Орлята» школы номер 5 – 3-ми. Расстраиваться проигравшим некогда. Патриотические отряды вновь оспорят звание сильнейшего на ежегодных мартовских сборах «Снежный барс». Олеся Васева, Олег Соснин, Анатолий Гуськов. Телеканал «Алмазный край». Переходим к новостям спорта. Российская футбольная премьер-лига, континентальная хоккейная лига и баскетбольная лига ВТБ приостановлены из-за коронавируса. Подробности у моего коллеги Власия Сергеева. Власий, когда проведут соревнования? Юлия, здравствуй. Планируется турниры возобновить 10 апреля. Также добавлю, что помимо высших дивизионов приостановлены также соревнования среди женских любительских команд. В эфире новости спорта. Здравствуйте. Российская футбольная премьер-лига, континентальная хоккейная лига и баскетбольная единая лига ВТБ приостановлены из-за сложившейся ситуации с коронавирусом. Помимо приостановки высших дивизионов в футболе, хоккее и баскетболе прерваны молодежные и женские соревнования, а также турниры низших лиг. Все эти соревнования планируется возобновить 10 апреля. В Якутии также приостановлены все спортивно-массовые мероприятия, однако тренировочный процесс спортсменов будет продолжен в штатном режиме при условии, что в нем будут принимать участие не более 50 человек. Норвежская футбольная ассоциация сообщила о решении УЕФА перенести чемпионат Европы на следующий год. Подробности в следующем материале рассказывает Елена Островская. Евро-2020 пройдет в 2021 году. Такое решение приняли на экстренном заседании во вторник члены исполнительного комитета УЕФА, сообщили футбольные ассоциации Швеции и Норвегии. Дискуссия о перенесении турнира проходила по видеоконференции при участии представителей всех 55 федераций, входящих в Союз. Европейское первенство должно было стартовать 12 июня. Игры были запланированы в 12 городах по всей Европе, в том числе в Санкт-Петербурге. Однако коррективы внесла пандемия коронавируса, из-за которой отменили большинство массовых мероприятий в разных странах.
По сведениям Норвежской футбольной ассоциации, теперь открытие чемпионата Европы намечено на 11 июня 2021 года. УЕФА предстоит принять решение также о судьбе Лиги чемпионов, Лиги Европы и национальных чемпионатов сезона 2019-2020. 4 игрока клуба Национальной баскетбольной лиги «Бруклин» инфицированы коронавирусом. Имена спортсменов не сообщаются. Известно, что 3 из 4 игроков не испытывают симптомов болезни. Все они находятся в изоляции и под контролем врачей. В связи с этим все игроки и персонал клуба обязаны находиться под карантином и пристально следить за собственным состоянием. Напомню, руководство NBA 12 марта объявило о приостановке регулярного чемпионата лиги на неопределенный срок после подтверждения информации о том, что баскетболист Юты Руди Гобер инфицирован коронавирусом. Позднее заражение было подтверждено еще у одного игрока Юты Донована Митчелла, а также у баскетболиста Детройта Кристиана Вуда. Место поединка между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном будет определено в ближайшее время. Об этом накануне заявил российский боец. Напомню, бой между Фергюсоном и Нурмагомедовым изначально должен был пройти в Бруклине 18 апреля. Позже в Нью-Йорке был введен запрет на массовые мероприятия. Ранее президент UFC Дэйна Уайт заявил, что этот поединок состоится при любых обстоятельствах. Я готовлюсь к бою с декабря и хочу, чтобы он состоялся. Недавно я говорил с Дэйной Уайтом, он сказал, что сделает все, чтобы поединок состоялся. Я попросил его просто сказать мне место боя. В ближайшие дни мы должны узнать, где пройдет поединок, сказал Нурмагомедов. Чемпион мира в среднем весе по версии Всемирной боксерской ассоциации мексиканец Сауль Альварес и казахстанский боксер Геннадий Головкин договорились о 3-м поединке. Бой планируется провести 12 сентября в американском Далласе. Напомню, первая встреча между Головкиным и владевшим в тот момент всеми 3 титулами чемпиона мира и Альваресом прошел в 2017 году и завершился ничьей. Во втором бою Геннадий проиграл решением судей и лишился поясов WBA и WBC. Всего в активе Головкина 40 побед, 1 поражение и 1 ничья. На счету Альвареса 53 победы, 2 ничьи и 1 поражение. Якутянка Александра Копылова стала обладательницей бронзовой медали на первенстве России среди юниорок до 18 лет. Об этом сообщает «Спорт Якутии». Турнир, участие в котором приняло более 200 спортсменок, прошел в Новосибирске. Уроженка Нерюнгринского района, студентка училища Олимпийского резерва Александра Копылова стала 3-й весовой категории до 46 килограммов, в которой состязались 22 спортсменки. Всего на этих соревнованиях она провела 5 схваток. В борьбе за бронзу якутянка со счетом 4-2 победила представительницу Санкт-Петербурга Глафиру Степанову. Чемпионкой в этом весе стала победительница первенства Европы Ольга Рахметуллова из Чувашии. К этому часу это все спортивные новости. Мы продолжаем следить за событиями в жизни российского и мирового спорта. Юля, тебе слово. Спасибо, Власий. Автор знаменитых картин «Эссех» и «Нюргун Ботур стремительный» Юрий Голиков открыл свою персональную выставку в Подмосковье. «Звенигородские этюды» – так называется экспозиция, где представлены последние работы художника. Разнообразной гаммой настроения и живописными картинами насладилась Айсена Бурнашова. Полевые цветы, потрясающие виды природы, маленькие села и деревушки. Каждая работа художника буквально пропитана тонкой лирикой. Некая душевность и гармония чувствуется и в картине, казалось бы, такой серьезной белокаменной Москвы. Я до сих пор учусь практически у всех. У художников, у простых людей, у своих зрителей. Я пробую этим стиль, другой стиль. То есть изучаю более углубленно сейчас перспективу. За счет перспективы я начинаю больше понимать смысл тона. Выпускник Академии имени Репина, один из прославленных художников Якутии Юрий Голиков. Он переехал в столицу 20 лет назад, но, как и прежде, продолжает любить свою малую родину. И это в первую очередь отражается в его картинах. Всего на выставке представлено свыше 60 работ художника. И здесь, наряду с московскими видами, можно увидеть и иркутские, и, конечно, наши якутские пейзажи. Живописец признается, он остро ощущает свою связь с прошлым и с историей своего народа. Я сам вырос в деревне в Верхнеколымском районе. Вместе со мной жили дети охотников. Я у них научился быть, как и они, как охотники. То есть для меня это искусство тоже в каком-то смысле как охота.
Охотиться на искусство художник предпочитает строго на натуре. Так, по мнению творца, больше раскрывается эстетика рисунка. Можно писать маленькие этюды, а потом в мастерской прийти и написать любую картину. Но у меня такой вот есть кредо. Я должен писать прямо живьем. Наверное, именно поэтому произведения Юрия Голикова весьма реалистичны. Вот распускается сирень, и уже благоухает вся галерея, а рядом картина с букетом ромашек, и будто чувствуешь аромат полей. И даже посетители выставки отмечают, в картинах художника чувствуется сама жизнь. Ну, хороший, мне нравится его живопись, да, реализм. Я сам художник, да. Реалистические очень картины, такой, традиционные нашей русской школы, да, хороший художник. Вот здесь изображена наша природа, наша земля. Пребывая здесь, все равно скучаем по своей родине. Но вот, увидев наши картины, как будто мы побывали у себя дома. Выставка якутского художника Юрия Голикова продлится до 14 апреля. И в течение месяца каждый желающий сможет прикоснуться к красоте звенигородских этюдов и насладиться якутскими пейзажами. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Московская область. Ну а теперь о погоде в крупных городах нашей республики. В Алдане малооблачно, небольшой снег, температура воздуха минус 4 градуса, штиль, осадки не прекратятся в течение дня. Минус 7 и облачно в Ленске, идет снег, который прекратится ближе к вечеру, ветер 3 метра в секунду. В Мирном малооблачно, 12 градусов ниже нуля, скорость ветра 2 метра в секунду, в течение дня ожидаются осадки в виде снега. 3 градуса со знаком минус за окнами Нирюнгринцев, ветер 1 метр в секунду, ясно, без осадков. В Якутске минус 11 градусов, осадки в виде снега, малооблачно, скорость ветра 3 метра в секунду. Оставайтесь с нами, мы следим за развитием событий.